Почтить память Юрия Воронова и возложить цветы к его могиле пришли вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, представители общественности, родные, друзья и коллеги ученого. Ежегодно к могиле Юрия Воронова приходят учащиеся 3-й Сухумской школы, носящие его имя. Отрадно, что подрастающее поколение хранит память о выдающемся ученом и государственном деятеле Абхазии. Несомненно его благородство, готовность всегда сразиться с неправдой. Однако Дон Кихот почти во всем, за что не брался, оказывался непрофессионалом. А Юрий Николаевич становился мастером во всем, за что не принимался. Он одновременно жил и прошлым, которое скрупулезно изучал, и сегодняшним, и будущим, легко переносясь из одного века в другой, перемещаясь то в Китай, то во Францию, то на Кавказ. Особенно трудно было с ним тем, кто в дискуссиях привык брать не фактами, а напролом. Юрий Николаевич абсолютно не способен был действовать вопреки истине, научным фактам, даже понимая, что придется тревожить сложившиеся авторитеты. Как это и произошло на поле истории Абхазии и Грузии. Абхаз с русской фамилией. Так говорили о Воронове его друзья и соратники. Главной областью его исследований была Абхазия. Именно он создал археологическую карту нашей страны. Участвовал в раскопках замка Баграта, Себастополиса, Анакапии. Руководил Цибельдинской и другими важными археологическими экспедициями. Неоценим вклад Юрия Воронова и в общественно-политическую борьбу нашего народа. Во время войны именно благодаря его усилиям удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии. Я вспоминаю годы, когда мы с ним 11 лет возглавляли Совет молодых ученых Абхазии. Ежегодно проводили различные мероприятия, скажем, в Пицунде, в Сухуме, в других городах. Пришло время, когда ему пришлось пережить тяжелейшие времена. И Юра Воронов не просто достойно выступал на многих международных площадках, говорил о правде, которая происходит в Абхазии, а был связующим между российским и абхазским народами. Юрий Воронов написал сотни научных трудов, книг, публицистических очерков и статей. По учебнику, один из авторов которого Юрий Воронов, студенты и школьники до сих пор изучают древнюю и средневековую историю Абхазии. Я читала по истории, я по его некоторым книгам и произведениям делала доклады. Он умер за 11 лет до моего рождения. Но очень много в моей семье о нем говорят. У нас все еще где-то в разговорах проносятся его фразы с прибавкой через 10 секунд, а это он сказал. Одна из таких фраз, это, наверное, любимая в нашей семье, это фраза про стержень. То есть, когда они отправляли моего дядю в Польшу, то они боялись, что все ли с ним будет в порядке, и прозвучала фраза про то, что если у человека есть стержень, то он всего добьется. Жизнь Юрия Воронова трагически оборвалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге собственного дома. Вот так жестоко и цинично расправились с выдающимся ученым, боровшимся за свободу и независимость Абхазии, единственным оружием которого были интеллект и блестящая эрудиция. Юрий Воронов был посмертно награжден орденом Ахтзапша первой степени. Народ Абхазии с благодарной памятью вспоминает замечательного ученого, борца за свободу республики, и бережно относится к его бесценному научному наследию. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.